В Ингушетию прибыл Надар Беридзе, бывший бизнесмен и спортсмен. За его плечами уже несколько проведенных велопробегов по странам СНГ, России и Европе. Он не любит, когда его называют путешественником, а свои туры приравнивает к общественной деятельности. В чем же главная его миссия, узнаем у Мадины Цоры, нашего корреспондента. Она с ним уже встретилась. Мадина, здравствуй. Тебе слово. Здравствуй, Хава. Да, действительно, намечается велопробег у нас в Ингушетии при поддержке Комитета по делам молодежи, но все это стало возможно благодаря велопутешественнику из Грузии Надару Беридзе, который сейчас стоит рядом со мной. Надар посетил уже на сегодняшний день множество стран. Надар, расскажите, сколько километров у вас уже за плечами? Добрый день, Ингушетия. Я приветствую всех ингушан по всему миру. Я очень рад, что нахожусь в Ингушетии, в Магасе, и очень рад, что могу обращаться к вам. И очень рад, что могу запланировать и организовать то, что намечается. Мы об этом сейчас поговорим. Я в итоге проехал свыше 65 тысяч километров в 28 странах с 2014 года по сей день. Ну, Надар, расскажите о том, что планируете вообще в Ингушетии, о велопробеге в Ингушетии. Расскажите, сколько человек примет участие в нем? Исходя из того, что я себя называю не велопутешественником, а человеком, который передвигается на велосипеде и общается с людьми, и я больше за народную дипломатию, да, и то, что накопилось во мне, вот это знание, то, что вокруг меня собралось очень интересных интеллектуальных людей, менеджеров, команда менеджеров, мы и в прошлом году планировали, немножко там не получилось, но сейчас начинаем с минимума по 2 человека из 3 субъектов Республики Северного Кавказа, 2 человека из Ингушетии, 2 человека из Чечни, 2 человека из Дагестана. Это будет 1400 километров. 2 человека будут меняться в день, то есть по половину дистанции будут проезжать. И это будет начало очень большой, серьезной традиции велотура, веломарафона по Кавказу, потому что мы все прекрасно знаем, какой у нас азарт на Кавказе, какое у нас желание быть первым и какой у нас природа тоже благоприятна к этому всему. Я бы хотел сказать, опять-таки, небольшие слова, но все-таки, если не больше борьбы, смешанных единоборств, то никак не меньше велоспорт будет как культура на Северном Кавказе. Ну что ж, Надар, добро пожаловать в Ингушетию. Надеюсь, вам понравится. Я хочу продолжить и сказать, что я первый раз в Ингушетии, у меня в 2018 году было, значит, велотур, кавказский велотур. Тогда я был в Ингушетии, я несколько раз на велосипеде поднялся на башне Согласия. И опять-таки, общаясь и зная изнутри эту всю ситуацию, вот этот проект будет уже есть очень востребованным, потому что завтра вечером меня ждут в Махачкале, уже Министерство спорта Республики Чечни, они тоже готовы оказать всякое содействие, чтобы это получилось на высшем уровне. Так что мы только начинаем, дорогие друзья. Я хочу пригласить всех 14 числа здесь, в Комитете по делам молодежи в Магасе на презентации. У нас будет свой интернет-ресурс, и телеграм-канал и так далее. Так что следите за нами, держите за нас в кулаки. У нас получится красивое очень мероприятие и начало красивой традиции. Я так поняла, что велопробег обещает быть интересным. Очень. Да, вам добро пожаловать в Ингушетию. Надеюсь, вам у нас понравится. А подробнее о велопробеге вы узнаете уже в нашем сюжете. Что ж, мы рады приветствовать Надара Беридзе в гостеприимной Ингушетии. Мадина Цора, спасибо, что была с нами на прямой связи.